Десантные войска всегда были и будут боевым авангардом вооруженных сил России. Об этом глава Коми заявил сегодня на торжествах по поводу Дня ВДВ. Митинг у памятника «Скорбящий воин» в Сыктывкаре по традиции собрал десятки ветеранов Крылатой гвардии. Выступая, Сергей Гапликов напомнил, что он и сам десантник гвардии старшина, поэтому поздравляет с этим праздником не только тех, кто в запасе, но и тех, кто выполняет поставленные боевые задачи. Цитата: «Желаю, чтобы парашюты мы раскрывали только в мирных прыжках». Далее участники встречи почтили минутой молчания тех, кто погиб на полях сражений, и направились на аэродром Карткирос. Константин Куратов передает оттуда. Поле буквально усеяно голубыми беретами и полосатыми майками. Благодаря теплой погоде чествовать десантников сюда пришли даже те, кто никак не связан с воздушно-десантными войсками. Впрочем, большинство все же виновники торжества с семьями. На этот праздник мы приезжаем каждый год, начиная с рождения ребенка. У нас есть фотографии семейные, где ребенку полгода, потом 1,6, и так каждый год. Но для нас это праздник в первую очередь мужа, так как он служил в воздушно-десантных войсках, поэтому мы чтим эту традицию, и каждый год вместе вся семья наша приезжает сюда. Вы как отец о чем рассказываете ребенку? Ну, я, конечно же, с точки зрения патриотизма прививаю его, стараюсь, чтобы он смотрел свысока, что это была гордость за нас и за то, что у нас есть такие войска, мы гордимся, и что наши отцы, дети и деды, и все служили, а много кто, и уважение, столько войн пройдено с 30-х годов, войска дяди Васи, как говорят. То есть я считаю, что это мощь, гордость нашей страны. Праздник силы и крепости духа, конечно, вновь не обошелся без конкурсов и соревнований на выносливость, удаль и ловкость. Гости праздника метали ножи, стреляли из пневматических пистолетов и винтовок, на точность и дальность кидали 16-килограммовую гирю. Вспомнить армейские годы предложили юнармейцы. Десантники сдавали нормативы по сборке автомата Калашникова. Впрочем, в этом состязании неплохо выступали и школьники. В школе у нас был военрук, он служил в армии, и он нас учил собирать АК-47, то бишь автомат, магазин, собирать, как правильно патроны вставлять в магазин, и проводил у нас огневую подготовку. Поздравить братьев по оружию прибыли и представители других родов войск. Пограничник Андрей Колесов со своей бронированной разведывательно-дозорной машиной известен многим, но все равно в каждый праздник в нем с удовольствием катаются дети и взрослые. Машина 1974 года, и все свое родное стоит, все практически в оригинале, 90%. Все бегает, крутится, вертится вообще в хорошем состоянии. Ну, эмоции зашкаливают, как правило, все очень довольны прокатиться на такой машине. А этот человек в афганской одежде многих сначала даже отпугивал. Но десантники сразу узнали представителя офицеров России Вадима Давыдова. Сегодня, по многочисленным просьбам ветеранов Афгана, он приехал в одном из экспонатов музея общественной организации. Этот костюм – одежда коренных народов Афганистана, пуштунов, прямо из Кабула. На мне шапка, она сделана, называется пакаль. Шапка сделана из верблюжьей шерсти. Платок, ее еще называют арафатка, на нем мусульмане делают намаз и что-то еще. Она служит для защиты, потому что народы Афганистан находится у нас в горах, в пустыне, то есть можно так накрываться, можно носить его так. Ну и длинная рубаха, жилетка, и на ногах обычно галоши. День ВДВ в Карткиросе вновь получился веселым и шумным. Причем в этом году, похоже, десантникам даже дали больше свободы для отдыха. Не следили за сухим законом. Хотя воинского достоинства, надо признать, никто не потерял. Все-таки праздник, как всегда, общенародный, с песнями, танцами, пирогами, каруселями и развлечениями для всех. Константин Куратов, Олег Юшков, телеканал Юрган, Карткиросский район.